Сегодня наш разговор не просто о новой песне. Это история о памяти, о чувствах, о стране, которую невозможно забыть. Когда музыку пишут сердцем, а не с использованием каких-либо клише, всегда получается уникальный музыкальный шедевр. А сегодня мы будем говорить о музыкальной композиции, которая исполняется впервые. И, собственно, сегодня в студии АГТРК у нас и состоится премьера новой песни об Абхазии. В гостях нашей студии известные музыканты, артисты, любимые артисты не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Альдона Цко и Армен Хачатурян. Хотела бы еще раз поприветствовать вас у нас в гостях в очередной раз. Я очень рада, что вы приняли мое приглашение, и вы все-таки дали такой бонус государственному каналу относительно презентации песни. Спасибо. Благодарю вас, Да, здравствуйте. Хотелось бы, чтобы диалог наш немножко приобретал такой душевный характер, потому что сама песня отображает нашу страну как страну души, и это не просто слова. И, конечно, акцент хотелось бы сделать на авторе. Это ваш друг, представитель Российской Федерации, журналист, поэт, член Союза журналистов РФ Александр Оганян. К сожалению, его сегодня нет, хотя мы планировали, что он тоже будет присутствовать, и пытались даже сделать такой небольшой телемост, но ввиду обстоятельств он не смог. Но в свою очередь он передал такие приветственные слова, которые я не могла бы не зачитать, потому что они меня действительно тронули до глубины души. И я хотела бы поделиться со всеми нашими зрителями, чтобы все-таки они прочувствовали те эмоции, то душевное тепло и ту любовь, которую автор испытывает к нашей республике. С удовольствием послушаем. Кстати, это для нас тоже Да. сюрприз. Да, для вас тоже Да. сюрприз. Я не родился и не рос в Абхазии, но в детстве, когда мы с отцом приезжали в Гагру, каждый раз это было как маленькое чудо, ощущение праздника, света и счастья, которое остается с тобой навсегда. Спустя годы, уже будучи взрослым, в качестве журналиста, я снова оказался в Абхазии. Судьба подарила мне чуть больше времени в вашей удивительной стране, и мне захотелось запечатлеть красоту природы, от которой захватывает дух, тепло людей, от которых оттаивает сердце, искреннее гостеприимство, не знающее границ. Именно тогда строки сами родились в душе, как будто Абхазия сама заговорила со мной, шепотом волн, шумом листвы, взглядом прохожих. А я лишь записал этот разговор. «Абхазия, поговори со мной». Прошло 10 лет, и стихи стали песней. Ее исполнили два невероятно чутких, как я думаю и вижу, выдающихся артиста — Армен Хачатурян и Альдона Цко. Их голоса соединились, чтобы передать: Абхазия — это не просто место на карте, это голос, который звучит в самое сердце. Отдельная благодарность Андре Гумба за аранжировку, которая оживила каждую ноту. Пусть этот трек станет для всех маленьким путешествием в Абхазию. Слушайте, чувствуйте, делитесь. Пусть весь мир услышит голос Абхазии. С любовью и уважением, Александр Оганян. Потрясающе. И эти строки, эти слова не могут нас не тронуть. И, собственно говоря, все эти эмоции отображены в самой песне. Вот, ребята, очень жаль, конечно, что сегодня с нами в студии нет Андре Гумба, который, собственно, приложил тоже такую большую лепту к созданию песни, к аранжировке. Упаковал уже, да, этот музыкальный продукт. Но я думаю, что вы сами тоже много что можете рассказать. Давайте начнем с самого начала. Вот когда впервые автор показал вам это музыкальное произведение, какие эмоции вы испытали? Вот что впервые у вас как бы отразилось, там, я не знаю, на сердце, в душе, что срезонировало? А можно предысторию? Можно, вообще, конечно. как это все произошло? В общем, как раз-таки, да, про 10 лет назад, которые действительно это было 10 лет назад, мы с Сашей выступали на мероприятиях государственной значимости у нас в Абхазии. То есть он читал стихи, я, собственно говоря, пел. Вот.
И после того, как мероприятие закончилось, он подошел ко мне и сказал: Армен, брат, я хочу вот со временем написать песню и подарить тебе. Вот это вот такой вот братский жест у него, после того, как он меня услышал, может быть, вот у него какие-то заиграли Ну, это такие получается свои... такая адресная история, да, в Ну, принципе? в принципе, да. Да. Вот, то С есть я учетом вообще того, об этом что- забыл. В общем-то, я об этом забыл. Он, видимо, увидел в вас тех исполнителей, которые ему наиболее близки, да, по как бы восприятию музыкального, Да, по скажем исполнению, так, да, исполнения, да. да. Ну, скорее всего так. И вот, собственно говоря, прошло вот 10 лет, наверное, Вообще, даже и больше. на мое удивление, я вообще в таком приятном шоке, если можно так сказать, потому что изначально я почему-то подумала, что автор кто-то из Абхазии, потому что настолько так это все проникновенно, тепло. А мы к этому подойдем, да, я расскажу, И- почему так. И, в принципе, я думаю, что все, кто уже на сегодняшний день послушал, имел, да, возможность услышать эту песню, как раз тоже у нас мнение с ними совпадает, потому что человек, который далек от нашей страны, не может так очень тонко чувствовать, прочувствовать, да, да. тут и история, истоки, да, наша природа, люди, собственно, такой микс своего рода, синтез многогранный, скажем, который и, собственно говоря, олицетворяет нашу Абхазию в контексте искусства. Да. Вот, Альдона, хотелось бы У меня тоже аж даже слезы на да, глазах. да, хотелось бы все-таки услышать о твоих впечатлениях и эмоциях в самом начале. Что Значит, да, Армен приехал и говорит: Альдона, тут вот мой друг Александр написал песню об Абхазии. Конечно, безусловно, так как мы поем с тобой в дуэте, я бы хотел, чтобы ты это исполнила. Вот первое звучание, первый аккорд, гармония. Вот ты не представляешь, что со мной происходило. Я Мурашки. стала плакать. Я стала плакать, и у меня вся жизнь как будто перед глазами. Вот все эти, как Армен с ней говорит, как горести и печали Абхазии. Вот даже есть в Рилсе, да, вот мой бег. Когда я бегу, вот знаешь, есть такая теория, что мы всегда остаемся детьми Детьми, внутри, да. да, что вот эта маленькая девочка, которая живет внутри меня, вот она бежит к чему-то прекрасному и верит вот в чудо, что действительно голос Абхазии будет услышан во всем мире. И для меня это так важно. Вообще все, что касается Абхазии, это для меня очень трогательно, потому что я помню абсолютно все, что было пережито, и сколько мы потеряли. Вообще столько любви, столько энергии, тепла вложено в эту песню. Я, конечно, безусловно, хочу поблагодарить автора. Априори он даже не понимал вообще, кто это будет исполнять, потому что ранее мы с ним не были знакомы, с Александром. Но вот такой момент, который меня тоже интересует, он, как я понимаю, как известно, да, он поэт, журналист, соответственно, поэтому такие проникновенные слова, красивая очень поэзия, очень душевная. А относительно музыки, он автор музыки в том числе. Да, Вот это как бы такой симбиоз творческий в одном человеке, это вообще очень уникально. И плюс ко всему, что я для себя подметила, я не музыкант, поэтому как бы это мое субъективное мнение, очень такое красивое сложение звуков, если можно так сказать, я не знаю, которое, в принципе, легко ложится на слух, легко для восприятия любого человека, который не имеет отношения к искусству. С учетом того, что это как бы легко воспринимается, я думаю, что большая даже часть нашей республики с удовольствием будет ее исполнять. И я вообще вот как-то вижу так на перспективу, что фактически на всех торжественных мероприятиях, во всех заведениях наших эта музыка будет звучать, ну, как своего рода, может быть, пафосно скажу, ну, своего рода гимн, да, вот современный гимн мы нашей говорили Абхазии. уже, да, об этом. И я думаю, что это здорово. Конечно, вот если вот сейчас немножко мы отойдем от лирики к конкретике, хотелось бы поговорить о творческой, такой технической составляющей этой песни, вот работы над песней. Вот я как-то месяц назад была с вами на репетиции в студии и наблюдала очень потрясающий такой теплый рабочий тандем, где два исполнителя и композитор-аранжировщик Анри Гумба слились воедино в таком вот творческом
порыве, процессе, который, собственно говоря, за собой и повлек уже вот, как результат такой вот интересный трек музыкальный. Вот скажите, пожалуйста, как работа в студии проходила? Были ли какие-то у вас, может быть, нестыковки во мнениях? Потому что все-таки она достаточно такая многоликая, да, с использованием большого количества музыкальных инструментов, много акцентов. И что я для себя еще отметила, насколько я это поняла правильно, вы можете меня исправить, ну, ни для кого не секрет, что Абхазия — это полиэтничный регион. И вот в музыке я услышала ряд инструментов, которые, естественно, ну, как бы отображают ту или иную культуру. Там и дудук, там и флейта, овца, флейта, да, там и арфа, и да, арфа, струнные и, да, инструменты потрясающие. очень много Аккордеон, таких, да, нюансов, которые, в клавиши. принципе, и показывают всю ту палитру, и национальную, да, этническую, и культурную. И это как раз говорит о богатстве, о таком, скажем так, полиэтничном культурном пласте. Вот. И хотелось бы об этом немножко. Как проходила работа в студии? Вот какие у вас были, может быть, разногласия, может быть, в чем-то вы сходились, какие-то споры? Нет, я хочу сказать, что было максимально комфортно, потому что Анри безумно талантливый человек, многогранный, с такой вот глубиной, так скажем, и он очень много знает, очень интересный. Поэтому у нас сложился потрясающий тандем. И так сказать, что у нас были какие-то разногласия, я не могу отметить, правда, то есть такую часть, потому что все было очень вот я, насколько понятно. знаю Анри, он не особо любит, когда его хвалят. Анри, мы тебе Достаточно передаем большой скромный. привет, мой дорогой. Но вот мне кажется, это был единственный раз, единственная работа, когда вот все сложилось. Как пазлы, Вот, как, да, вот видно? такая вот есть красивая гармония во всем. Да, и у нас сложилось все. То есть мы, если какой-то был момент там, вот давай вот здесь вот что-то исправим, то есть мы вот слаженно происходило Ну, все. Да. такой классический творческий процесс. Абсолютно, скажем так. да. Никаких не было, вот там ты что-то не то сделал, ты там не ту ноту спел, или ты там не ту добавил не тот инструмент. В общем, ну, настолько все гармонично сложилось, ну, потому что когда человек профессионал, Ну, в принципе, вы здесь. все трое профессионалы, и плюс ко всему, видимо, вы такие командные игроки, как мне кажется. Вы Да, друг это друга было умеете слушать и слышать. Это очень как бы важно, особенно в творческом процессе, чтобы могли правильно расставлять приоритеты и так далее. Но Еще вот- очень важно, что это не для кого-то в отдельности из нас это было важно, а для всех, кто был Ну, в вот я же работе. говорю, команда, да, прям у И вас сошлось это прям- все. Да, мне Ну, очень ну, нравится всё кульминационная вот история. Анрик сказал, значит, Альдона, давай вот ты что-то вот сделаешь такое этническое. Да, Там да. есть Да. такой этнический напев, мелодический. Ну, вот я вот как раз хотела вопрос задать. Не было ли цели как-то вот понизить градус этнический и повысить градус современной такой музыки? Вот мне интересно ваше мнение как музыкантов, как исполнителей, потому что вы классические исполнители, насколько мне известно. Ну, мы многогранные. Ну, да, вы многогранны, но по первому образованию вы... Да. Ну, я позиционирую себя, Да. конечно, как Как классическую классический, да. артистку, безусловно. И вот ваше как бы внутреннее эго там не говорило, что нет, надо это все-таки ближе к классике, ближе к каким-то каноническим формам, нежели там этника, да? Вот как вот этот баланс для вас? В данном он, случае я была очень гибкой. Знаешь, Да. я доверилась Анрику, потому что я знала, что он высокий профессионал. И ему можно довериться, и я очень Прям довольна. такие правильные дозировки у вас какие-то Безусловно. были, но они вот в совокупности, все вот эти как бы элементы, они дали вот такую красивую гармонию. Ну, на мой взгляд, я вот говорю с позиции зрителя, слушателя, поэтому в моем воображении, сознании ничего не, как бы, не штормило, да, этой кардиограммы эмоциональной не было. В том плане, в смысле, в негативном, если аспекте говорить. Конечно же, там кульминация в самом конце, это очень здорово, это так настолько вот трогает, Такой крик души цепляет, был, да, да. Ну да, вот цепляет. этот этнический напев, раз собственно, олицетворяет зов предков. И в этом была Своего рода задача. вы показали такой
обобщенный культурный генетический код Абхазии, потому что, вот как я говорила ранее, там свод разных инструментов, которые относятся к разным культурам. И это здорово, потому что, несмотря на принадлежность национальную, любой гражданин нашей республики будет ее воспринимать как свою, да, как свою песню. Это важно. Но несмотря на то, что песня не несет развлекательный характер, правильно? Вот это все же вот про такую серьезную историю, это монументальность, мощность. Я думаю, что она должна звучать на таких масштабных мероприятиях и не только внутри Абхазии, да, и за пределами, на каких-то таких значимых сценах, чтобы она была услышана в международной арене, так скажем. Да. В принципе, в планах так и было ее делать, создавать и вот, выпускать, потому что были предложения сделать на абхазском языке, на армянском языке. То есть, ну, я думаю, что это бы, знаешь как, ну, слушалось бы, только это не за пределами Абхазии уже. Мы все-таки хотели, чтобы, как в песне говорится, Абхазия, пусть мир услышит голос твой. Поэтому, чтобы для общего такого, для общей доступности. Да, но это важно. Мы же хотим как бы расширить горизонты нашего поэтому вот признания, мы все-таки сделали на таком вот языке общедоступном для всех, на русском языке. Согласна. Ну вот еще такой момент, который меня интересует. Как вы, как классические исполнители, как профессионалы, вообще можете оценить сейчас такую тенденцию к возвращению к этнической музыке? Сейчас очень многие авторы используют этническую музыку, этнический материал в своих произведениях. Вы это считаете своего рода маркетинговым ходом, либо это действительно на уровне подсознания, может быть, какая-то потребность изнутри уже идет? Вот я хотела бы знать ваше мнение как музыкантов, как исполнителей. Я не знаю, но, наверное, кто-то думает, что это возможен как маркетинговый ход. Ну и все-таки я... Но в этом есть потребность сейчас, вот на ваш взгляд? Потребность именно этническая, вот эта история вся. Да, традиционная музыка. Ну, я думаю, что да, в этом есть потребность. Почему? Ну, потому что все-таки нужно исходить из истоков. Корни. Да, из истоков, конечно. Чтобы что-то развивать и что-то прививать новому поколению, обязательно нужно что-то черпать все-таки из истоков. Но я думаю, что и вы со мной согласитесь, что как раз Абхазия — это та страна, где количество талантов, на мой взгляд, зашкаливает, да, именно потому что такой перекресток культур в свое время, да, был на территории Абхазии, и произошел такой синтез, да, вот синергия культур и конфессий, и, соответственно, как итог мы получаем, собственно, тех талантливых молодых людей, которые потом транслируют искусство уже на весь мир. Что в этой песне могут услышать музыканты, а что обычный слушатель? Вот как вы можете разграничить эти понятия, это восприятие? Потому что все-таки профессионалы слышат по-своему, да? Они видят какие-то ключевые моменты с позиции профессионального музыканта. А вот обыватель простой, вот как я, эмоционально больше воспринимает, да, вот душой то, что вот отложилось в сердце. Вот как вы можете эти понимания разграничить? Ну, я думаю, в данной ситуации нужно просто чувствовать, Белла. Только эмоции, да? Там эмоции, про разграничение, но ну, хорошо, вот я думаю, для музыканта все-таки, ну, если это музыкант понимающий, у которого действительно есть внутри музыка, душа, то, ну, в первую очередь, как минимум, обратить внимание на вообще в совокупности на всю вот эту вот историю музыки, которая в этом произведении. Раз, да, про сложность. Вот насколько это произведение с позиции музыкальной составляющей, оно само по себе сложно, либо оно в облегченном таком формате, как я вот... Ну, я бы сказал, что оно не легкое. Не легкое. С точки зрения восприятия, да, ты имеешь в виду? С точки зрения восприятия, с точки зрения с создания, точки обогащения путем даже аранжировки. музыкантов, артистов это нелегко. Ну, то есть там только эмоции взять.
мы сколько работали над фразами, над извлечением какого-то звука, определенного проекции да, звука. звукоизвлечения. Поэтому это, конечно, для музыканта, я думаю, что это совсем нелегко. А какие ассоциации у вас, допустим, вот прошло там 5-10 лет, и вы видите себя на сцене, в каком именно месте, в каких стенах, какого театра, либо это вообще на природе, на свежем воздухе? Какие у вас вызывают ассоциации, ну, в такой долгосрочной перспективе, скажем так? Вот прошло несколько лет. У меня чувство такое, что эта песня будет постоянно раскрываться по-новому, и она будет вызывать такие какие-то невероятные эмоции. Что-то такое с восторгом, то есть обращение ко всему миру, строки, где про гостеприимство. Вот если, это будет всегда по-новому. Вот для меня прям видится так. А вот мы все люди, которые не из мира искусства, но любим слушать классическую музыку, да и вообще любых других, да, иностранных исполнителей, даже зачастую не понимая значения слов, но мы воспринимаем это произведение как бы эмоции, да, своей душой, там, каждой клеточкой Конечно, нашего на уровне тела. энергии Да. это все происходит. Как вы думаете, ее возможно ли воспринять людям, не понимающим языка, да, вот на русском языке, собственно, слова? И также эту эмоцию можно как бы вызвать у любого жителя нашей планеты. Вот ваше мнение. Вы можете Ну, тронуть слушатели должны... того же Андреа Бочелли? Я думаю, да. Ну, слушатели музыка должны... вообще не имеет языка, в принципе, она. Конечно, музыка не имеет языка, но они должны прочувствовать в первую очередь нашу эмоцию, что мы вложили. Энергию, да, какие Не, ну чувства. смысл, понятно, смысл, надо знать, о чем песня. Да, то есть понятное слушателя ты не обманешь. дело. Но мы точно так же слушаем Я ж про это и какие-то говорю. иностранные Да, я ж вещи. про это и говорю, что они, возможно, зачастую там, да, не ту же про самую оперу, да, допустим, Зачастую, неважно, да, мы не же отслеживаем понимаем, текст, да. правильно? Да, То есть мы как бы слышим фон. То Да, есть мы визуальная сначала картинка воспринимаем важна. именно вот этот вот такую музыкальную часть воспринимаем все-таки, потому что, ну, точно так же, да, я говорю, что Ну, на иностранном языке поют, мы же да, не всегда понимаем конечно, перевод, конечно. но нам это ну, нравится, с нами это что-то красиво. происходит внутри, то есть это вот... Но я думаю, уверена абсолютно, что вы как такой творческий тандем, дуэт, одинаково хороши, как в вокале, так и с позиции визуала. Все сложилось, да, как бы воедино, поэтому я думаю, что и смотреть на вас приятно, и вдвойне вас приятно слушать. У нас один пластический хирург. И я думаю, что абсолютно уверена, что эта песня получит красивое, достойное продолжение, она будет пользоваться интересом и в других странах за пределами нашей страны. Вот такой вопрос. Когда вы работали над песней, и вы понимали, что уже вот близится финал, и рано или поздно состоится эта презентация, какие у вас возникали чувства? Быть может, вы боялись реакции зрителей, да, наших граждан Абхазии, какая будет реакция, кто как ее воспримет, воспримут ли хорошо, либо будут какие-то каверзные такие вопросы, или там критика какая-то. Вот как вы, как творческие, ранимые люди, представляли этот такой финал? У меня лично такого не было, чтобы я как-то думал, как это будет восприниматься, потому что ну, то, что я делал это от души, искренность была и правда была в моем действии именно по работе над этой песней. Поэтому, ну, когда ты подходишь именно так к материалу, я думаю, что каждый здравый человек, наверное, прочувствует все-таки и скажет, что это хорошо. Ну, кому-то просто может не заходить. А если ты действительно чувствуешь сердцем, душой, то, скорее всего, это, ну, я не знаю, но это не может не отозваться. А что вообще для артиста первично? Свое собственное ощущение, либо все-таки
реакция зрителей? Вот что... Но артист не может знать сразу реакцию зрителя. Артист начинает с Ну, себя. я имею в виду предвидеть, допустим, предугадать, либо вот он накручивает себя, а вдруг не зайдет, а вдруг там не понравится, вот такого нет? Возможно, есть такое. Самокопание да. такое Это уже, существует? да, это уже прям такая придирчивость. Есть уже, когда на финале, на выходе, все-таки ты начинаешь думать, так, мы вот сделали все, мы здесь положили пол своей жизни в эту песню. И, наверное, есть такой момент пробегающей мысли есть. Ну что- вот было много уже как бы таких роликов в интернете, и наверняка есть какие-то высказывания. Вот какие высказывания, быть может, вас задели, либо там тронули ваши сердца, Альдона? Ну, пока что положительные высказывания, все очень довольны. Всем все Пока нравится? всем все Ну, нравится. негатива все не с было, да? Негатива, Все с да, восторгом. как такового не было. Я думаю, что эта песня займет свое достойное место Но, со временем. Да, со я тоже временем. думаю, и вообще как-то вот у меня в голове все равно... Но меня смутил один какой-то комментарий, мне там показали ребята, вот, которые выкладывают, там смотрят эти комментарии. Вот флажочек был не нашей республики. Вот поставили не тот флажочек. Почему это сделали? Это, видно, вывести нас на эмоции. Ну, мы так Ну да, ну такое тоже, наверное, Да. имеет место быть. Я не думаю, что на все нужно обращать внимание, но Да. в любом случае всегда приятные, хорошие слова, да, Да. добрые, теплые. Ну, я со своей стороны могу сказать, что я наблюдала вот вашу работу в студии, и мы с вами дружим, и я вижу, как вы к этому относитесь неформально, а вот именно с позиции вот такой вот, скажем так, душевной составляющей. Мне кажется, вот вы и музыка органичные, ну, на все 100. Вы живете искусством, вы живете своей профессией, хотя, быть может, зачастую многие думают, что для некоторых, да, вот работа звезды, да, скажем так, артиста, это работа ради там, славы, ради карьеры, денег. ради денег в том числе, да, вот. А в вас я этого не вижу. Я не знаю, давайте поговорим об этом. Работа ради работы. Вот я, кстати, такой пример приведу. На днях вот я болела, и много пришлось там отвлекаться на такие сторонние вещи. Я посмотрела новый фильм «Дьявол носит Прада 2». Конечно, вот вторая часть, она мне не особо зашла, такая она для меня такая суховатая, но и в первой, и во второй части для себя я вывела такую формулу, ну, во всяком случае поняла, что существует такая мощная философия мотивации, когда человек работает не ради работы, а ради удовольствия, ради совершенствования в профессии. Вот я могу вам сделать такой комплимент, что в вас я вижу именно вот это качество, и это Спасибо, дорогого девочка. стоит, тем более, когда человек творческой профессии, который себя не разменивает по мелочам. Это очень важно, и я думаю, что именно эта черта и способствует успеху, развитию. У вас как раз мы это все и наблюдаем, собственно говоря. Еще такой хотела открыть небольшой секрет, что буквально на днях мы с вами едем на международный кинофестиваль в город Сочи, Евразия кинофест, и вы будете участвовать в торжественном открытии этого международного кинофестиваля, с чем я вас и поздравляю. Спасибо, И было. я думаю, что это все И мы пройдет. вас поздравляем. Спасибо. Феерично, красиво. И Абхазия, как и всегда, собственно, покажет все свое культурное наследие, такое культурное богатство, которым мы по праву гордимся. И я думаю, что у нашей страны очень красивое, светлое будущее. И посредством культуры, не устану это говорить везде и всюду, посредством искусства страну могут узнать далеко за ее пределами, и как бы это вот такие правильные шаги. И вот в заключение, с учетом того, что не было официальной такой презентации этой песни, я думаю, что вы нам не откажете, и в нашей студии, в студии АГТРК, вы все-таки исполните
эту песню для наших телезрителей, Конечно. для С гостей огромным нашей удовольствием. республики. Ну, а официальная часть, я думаю, презентации будет тогда, когда мы Конечно. все-таки соберемся с клипом. Да, ну это Потому что уже я как бы, считаю, да, что конечно. вот на эту песню нужен клип. Это Ну, прям я вот- думаю, что это тоже не за горами, Да. тем более мы этот момент тоже обсуждали, Да, да, и да, уже вот. какие-то есть наработки, не будем сейчас все это выкладывать. Да, да, Это да. так, что маленький фрагментик остался в записи. Ну да. И вот Интрижка. подытожив, конечно, я готова с вами дискутировать очень долго, и я люблю с вами общаться. Вы живые, настоящие, вы искренние, вы очень Спасибо, теплые. Белла, спасибо. От вас Спасибо, прямо Белла. исходит вот такое излучение счастья, гармонии, добра. И что самое важное, искусство в правильном его понимании. Но я хотела бы все-таки сказать, что ну, на мой взгляд, да, сегодня прозвучало много личного и о музыке, о памяти, о чувствах к Абхазии, да, к нашей республике, которая для каждого звучит по-своему, но которую мы все одинаково любим. Наверное, сила песни не в том, что она пытается звучать громче, а мне кажется, сила любой песни в том, что она звучит искренне и правдиво. Спасибо вам, ребята, Спасибо. за нашу Спасибо. беседу. Зрителям, естественно, я желаю приятного просмотра и прослушивания песни. И хотела бы пожелать, берегите то, что откликается у вас в сердце. Спасибо. Аминь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Абхазия, поговори со мной, историю свою мне расскажи, про тайны горы, моря спой, свой древний танец покажи. Птицей взлечу в небо твое, дух свободы меня окрыляет, с ветром поет сердце мое, солнце теплом наполняет. Свежесть лесов и быстрых рек, моря, гладь и горы до небес, все создал Бог, чтобы вовек счастливым быть среди чудес. Страна души, солнца и тепла, твой гость всегда любимый свят. Заветы предков, мудрые слова, потомки помнят, берегут и А в сны чтят. позволь, самой возьму частицу твоего тепла, его я в сердце сохраню, чтобы душа в любви жила. Абхазия, поговори со мной, историю свою всем расскажи. Пусть мир услышит голос твой, почувствует тепло твоей души. Абхазия, поговори со мной, историю свою всем расскажи. Пусть мир услышит голос твой, почувствует тепло твоей души. Абхазия, Поговори со мной, историю свою всем расскажи. Пусть мир услышит голос твой, почувствует тепло твоей души. Почувствует
тепло твоей души.